الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сегодня 9-й день месяца Рамазан, пятничный день, альхамдулилля. И сегодня я хотел бы вам рассказать одну историю из жизни пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, которая, возможно, даже невозможно, 100%, перекликается и с нашей жизнью. То есть то, что произошло у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, оно происходит и у нас. Детали этой самой истории. Эту историю называют «Тахьирун наби, саллаллаху алейхи вассалям, ли зауджатихи», когда Аллах Тааля приказал пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы он дал выбор своим женам, дал им выбор. Хотите, можете остаться со мной и быть моими женами, или же хотите, я вас разведу и дальше уже живете сами по себе, в довольстве и так далее. И этот аят Аллах Тааля в Коране сказал: «Я айюхан набию, о пророк, кулли азваджика, скажи своим женам, если вы, то есть обращение к женам, если вы хотите мирскую жизнь и ее украшения, то скажите об этом, заявите, и я вас одарю хорошими подарками и разведу вас красиво». То есть нормальным, хорошим способом, без каких-либо трений, без каких-либо ссор и так далее, дам вам в развод, красивый развод. Аллах Тааля говорит: «Ва усаррихкунна сарахан джамиля», и разведу вас прекрасным, хорошим разводом. Но если вы хотите быть со Всевышним Аллахом, следовать Всевышнему Аллаху и быть с Его посланником, а также хотите вечную обитель, то поистине Аллах уготовил женщинам, совершающим благие деяния, то есть женщинам из вас, тем из вас, кто совершает благие деяния, большую награду. И этому аяту предшествует такая история, что однажды пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда был у себя дома, возле его дома скопилось очень много людей. Обычно посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, всех принимал, заходили, спрашивали вопросы и так далее. Но здесь никто не заходит, никому не позволяют. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, дома. И пришел Абу Бакр. И Абу Бакр, естественно, обладал очень высоким положением у пророка. Он был его ближайшим другом, да? Ближе его не было других людей. Да? Он его был самым близким сподвижником. И также он был отцом жены пророка. Он был отцом Аиши. И поэтому обладал приоритетом и мог входить после разрешения, да, в любое время. И особенно, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, находился у своей дочери, у своей жены, дочери Абу Бакра. И постучался Абу Бакр, ему разрешили войти, Абу Бакр вошел. Через некоторое время пришел Умар аль-Фарук, второй праведный халиф, тоже один из двух ближайших друзей пророку, саллаллаху алейхи вассалям. После Абу Бакра на втором месте это стоит Умар. И после смерти Абу Бакра, когда Абу Бакр был праведным халифом, да, и умирал, он сказал: «Я не знаю более достойного людей для вас, для того, чтобы быть вашим правителем, кроме Умара». Умар самый достойный человек. И также Умар ибн аль-Хаттаб, он был отцом Хафсы, жены посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Соответственно, если выражаться нашими словами, да, он был тестем пророку. Да? И тоже имел приоритет, мог входить к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, после разрешения, да? То есть не так, как обычные другие сподвижники. И зашел Умар, и вдруг видит такую ситуацию, что Абу Бакр зашел, Умар зашел, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сидит такой, по его виду видно то, что он злой. И рядом с ним стоят его жены. Их все они там были, да? Стоят жены Абу Бакр и Умар. И Умар решил, я, говорит, сейчас вижу, что какая-то нездоровая обстановка, да, что посланник Аллаха злой, жены его скопились, да, Абу Бакр еще, да, нужно, говорит, разрядить, да, я, говорит, шутку сейчас скажу. И подходит к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и говорит: «О посланник Аллаха, ты представляешь,
Моя, говорит, жена на днях спрашивает, говорит, у меня побольше, говорит, денег. Побольше, говорит, на жизнь. Ну, что там, это не хватает, то не хватает, говорит. Ох, сейчас рыба шла до меня, говорит. Я, говорит, разозлился, толкнул, говорит, ее, говорит, за это. И посланник Аллаха улыбнулся, да, что как бы с кем не бывает такая ситуация, да, ох, сейчас не те, можешь противиться. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, видя это, он говорит, как видишь, Омар, они, и показывает на своих жен, точно так же, говорит, у меня спрашивают. Точно так же, как бы, ну, вот так вот, да, схватили, да, ахша кирек, тагисы кирек, мансы кирек, да, вот, и просит, говорит, у меня на жизнь деньги. И тут нужно оговориться, то, что жены пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, матери правоверных, это были самыми достойными женщинами. И если они на что-то жаловались, что-то им не хватало, это не из-за того, что какой-то там брюлик, какой-то там золото, там это там украшение, там еще что-нибудь, да, то есть на те вещи, в которых нету повседневной постоянной нужды. Они, может быть, спрашивали то, что действительно не хватало, будь это еда, будь там еще что-нибудь, да. То есть жены пророка – это самые достойные женщины. И поэтому невозможно представить, что они спрашивали у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, какие-то вещи, в которых нет было надобности, да, но они специально давили на него, спрашивали там и так далее, да. Нет. Однако посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, и вот они, говорят, тоже у меня так спрашивают. И тут Абу Бакр, слыша эти слова, что посланник Аллаха говорит, что как бы, ну, жены душат, да, а ведь одна из жен пророка, это Аиша, дочь Абу Бакра, и он накинулся на нее сразу таким грозным взглядом, да. И если мы посмотрим историю пророка, саллаллаху алейхи вассалям, во многих случаях Абу Бакр всегда порицал свою дочь Аишу. Когда она поступала что-то, допустим, какой-либо поступок, или посланник Аллаха мог пожаловаться, или даже просто какое-то недовольство проявить, он всегда в первую очередь ругал свою дочь и говорил, это посланник Аллаха, как ты смеешь, и так далее. Воспитывал ее. Абу Бакр разозлился и на свою дочь, Омар на свою дочь, на Хафсу. И оба начали говорить, как вы смеете просить у посланника Аллаха то, что у него нету. Но нету у него излишка. Как вы, говорит, вообще, говорит, имеете совесть и давите на него, спрашиваете на него и там и так далее. И, естественно, тот, кто знаком с жизнями Абу Бакра, Омара, можете знать, что Абу Бакр был помягче, но Омар, он был такой, как бы сказать, такой жесткий, да, такой серьезный и обладал определенным авторитетом у сподвижников, потому что Омар был справедливым, грозным, но справедливым, да, он никому зульма не причинял, но когда человек, допустим, что-то делал не по праву, да, он мог его жестко одернуть. И тут Омар начал говорить, как вы смеете просить у пророка то, чего у него нету. И жены пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сразу сказали, валлахи, больше ничего не будем спрашивать у посланника Аллаха. Ничего не будем больше требовать, да. То есть они поняли, да, к чему дело идет. Тут Омар разозлился, да. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, недовольный сидит. Ничего, говорит, больше требовать не будем. И после этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то есть это все продолжается, отошел от своих жен, не приближался к ним на протяжении месяца. То есть он действительно разозлился на них, действительно было что-то, да, и он месяц, 30 дней, в некоторых хадисах говорится 29 дней, не приближался к своим женам. И после этого Аллах Тааля ниспослал этот аят. Этот аят, где Аллах Тааля сказал, о пророк, скажи своим женам, если вы хотите мирскую жизнь и ее украшения, то скажите мне об этом. Я вас одарю прекрасными подарками и дам вам прекрасный развод. Без каких-либо трений, ссор, выяснения отношений там и так далее. Освобожу вас. Но если же вы хотите Аллаха, и хотите Его посланника, и хотите вечную обитель, то поистине Аллах, совершающим благие деяния из вас, уготовил большую награду. То есть Аллах Тааля говорит, если вы желаете ахират, если вы желаете быть вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, то терпите. Терпите те обстоятельства, которые у вас есть. И, быть может, иногда вы будете лишены какого-либо достатка, быть может, еды, быть может, красивых одежд там и так далее, да? Но таков путь пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И проявляйте терпение, и те из вас, которые поступят так, и не будут совершать ослушание Всевышнего, то Аллах Тааля им уготовил большую награду. И когда этот аят ниспослался,
тут Аллах Тааля приказывает пророку дать выбор. То есть вот у тебя жены, дай им право выбора. Либо они остаются с тобой, либо ты их разводишь. То есть такая ситуация, нужно это решить каким-либо образом, да, и дай им выбор. И Аллах Тааля приказал, тут как бы нету, хочешь сделай, хочешь не сделай. Аллах Тааля сказал, кулли азуаджика, скажи своим женам, приказ. И посланник Аллаха понял, то, что как бы тут назад пути нету, и первым, у кого он спросил, это была его жена Аиша. И как мы все с вами знаем, да, жена Аиша, она была любимой женой пророка, саллаллаху алейхи вассалям, но при этом он никого из своих жен никогда не обделял, никогда не поступал несправедливо и всегда с ними был честен и выполнял все по праву. Он обращается к Аише и говорит, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, о Аиша, я, говорит, хочу тебе представить такое дело. Оно, говорит, очень серьезное, очень тяжелое. И я хочу, чтобы ты не торопилась с ответом. И более того, я хотел бы, чтобы ты посоветовалась со своими родителями. С Абу Бакром и с матерью Аиши, с женой Абу Бакра. Посоветуйся с ними. И затем прочитал ей эти аяты. И когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, закончил, Аиша говорит, о посланник Аллаха, ради тебя я буду спрашивать у своих родителей, неужели ради тебя, говорит, да, остаться с тобой или же быть свободной от тебя, я, говорит, у кого-то еще буду спрашивать советы? Я, говорит, валлахи, ни у кого не буду спрашивать, я выбираю тебя. Выбираю тебя, выбираю Аллаха. Она сказала, я выбираю Аллаха, выбираю тебя, посланника Аллаха и вечную жизнь. Но при этом, Аиша говорит, но о моем решении никому из своих жен не сообщай. И тут некоторые ученые говорят, что здесь как бы, выяснилось, как сказать, стала ясна ревность жены пророка Аиши по отношению к другим женам. То есть, быть может, она где-то надеялась, что вот она выбрала пророка и останется с ним, а кто-то может разведется, кто-то может решить по-другому, да, и она как бы станет, на одну соперницу меньше может быть, да. Вот. Но она сказала, что никому об этом не говори, не сообщай никому о моем решении. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, валлахи, любой человек, кто у меня спросит, я скажу ей о твоих словах. То, что ты выбрала, то, что ты выбрала Всевышнего, выбрала меня и выбрала ахират. И вот здесь вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, поистине Аллах не послал меня к людям именно со злостью, с тем, чтобы их угнетать, принижать, но Аллах Тааля послал меня к людям для того, чтобы их обучать и им облегчать. И также вот ученые сказали, почему посланник Аллаха хотел, чтобы она посоветовалась с его родителями. То есть посланник Аллаха был уверен в ее родителях, Абу Бакр и жена Абу Бакра, в том, что они никогда бы не посоветовали бы Аиши развестись от пророка, быть свободной от него, это же посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И таким образом посланник Аллаха очень переживал из-за этого, потому что Аиша была любимой женой, однако Аиша оправдала все доверие, и она выбрала пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И после этого все 9 жен, которые были пророка, саллаллаху алейхи вассалям, каждая из них выбрала посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и никто из них не отказался и решил, ладно, тогда поживем для себя, как у нас это сейчас любят говорить, да, поживу в свое удовольствие. Нет, все они выбрали Аллаха, выбрали пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и выбрали ахират, и выбрали те обстоятельства, с которыми они могут сталкиваться при жизни. То есть посланник Аллаха, он не был богатым. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, у него иногда были трудности, иногда огонь не зажигался в его доме, то есть не готовилась еда от того, что не было ничего на протяжении 3 дней, 7 дней. И поэтому они согласились на это. И после этой истории уже больше никогда не проявляли своего недовольства относительно материальных условий жизни вместе с пророком. И как сказали ученые, это все произошло в 9 году по хиджре. И эта история на самом деле очень поучительная история для всех нас. И для мужчин, и для женщин. Потому что вот из этой истории можно понять, что люди, которые живут в этом мире, никто из них не безгрешен. Люди, которые приходят на этот свет, никто из них не обладает 100% идеальным нравом.
подобным ангелу. И верующий человек, мужчина он или женщина, должен относиться со своими близкими соответствующе, снисходительно, с пониманием. И поэтому даже вот жены пророка, саллаллаху алейхи вассалям, просили у него там денег, достатка, имущества там и так далее. И уж тем более и мы тоже. Если к нам наши жены обращаются, не нужно гнобить, не нужно угнетать, ах ты ненасытная, ах ты такая, ах ты сякая, да? Нет. Относиться к этому с пониманием. И, субханаллах, наша жизнь такова, да, что когда то есть мужчина женится на женщине, он должен понимать то, что стопроцентную идеальную женщину он никогда не сможет найти. И он сам тоже не является идеальным. И поэтому, когда он в процессе жизни может сталкиваться с тем, что его жена проявляет какой-то свой каприз или какой-то свой недостаток, это не должно приводить к тому, что он теперь шашкой направо-налево будет махать. Или же к тому, что всю свою жизнь разрушит, да иди ты к своим родителям, не возвращайся больше ко мне. Нет. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, верующий никогда не должен смотреть с ненавистью на верующую женщину, на свою жену. Если ему не нравится какой-либо ее один недостаток, то ведь он довольствуется другими ее положительными сторонами. И поэтому вот это вот нам говорит о том, что при каждом каком-либо недостатке не нужно сразу же сжигать все мосты, громко хлопать дверью и там, доводить все до этого, там, до большого скандала или даже до разлада, расхода, там, развода и так далее. Нет. И поэтому жены пророка, саллаллаху алейхи вассалям, проявляли капризы пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, взаимодействовал с этим соответствующе. И при этом нужно понимать, да, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мужчины, женщины, матеря правоверных, жены пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это были самыми достойными людьми. И вот их жизнь, их поступки, то, как они реагировали, для всех нас может быть, конечно же, эталоном и примером для подражания. И поэтому трудности, которые могут возникать у нас в жизни, и жена тоже должна понимать. То, что иногда в жизни случается так, то, что не всегда муж, допустим, хорошо зарабатывает, не всегда у него все хорошо идет, там, дела его успешны там, и так далее. В жизни может случиться так, то, что и черная полоса может случиться, как так называемая, да? Или же какие-то неприятности, какие-то там, допустим, сложности в жизни. Да? И вот как раз-таки суть семейной жизни в том, чтобы вместе, сообща, помогая друг другу преодолевать эти самые трудности. И поэтому иногда может случиться так, что муж не сможет полноценно выполнять хак, право своей жены. И жена должна иногда тоже проявлять терпение, проявлять сабр и понимать вот эту вот ситуацию. Не может он прямо сейчас тебе заработать 150 тысяч в месяц, чтобы на все твои хотелки. Не получается у него. Но при этом, возможно, он старается, возможно, он хороший отец, возможно, он относится к тебе добрым образом, да? Но при этом нельзя требовать от человека то, что он не может физически это выполнить. Я сейчас не говорю про лодырей, которые ленивятся, ничего не делают, лежат, да, живут там на пособие, там, да, висят на шее у жен. Про этих людей мы сейчас не говорим, про этих мужиков так называемых. Да. Это отдельная категория, их, наверное, иногда, даже по башке палкой нужно давать, что они так вот свою жизнь портят. Мы сейчас говорим про тех людей, про тех мужчин, которые выполняют все их права, но иногда не могут по причине того, что вот сейчас вот такие вот трудности, вот такие вот сложности. И поэтому с обеих сторон это должно быть понимание, и мужчина, и женщина должны относиться друг к другу с любовью, с пониманием и со снисходительностью. И на этом давайте остановимся. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.